алейкум, добрый вечер. Время новостей на АТР, 7 марта, 1104 день аннексии Крыма. Сегодня в выпуске. Крымские татары радовались оккупации Крыма. Заявление России в суде ООН в Гааге. Об'єднання з Криму з Росією, яке кримські татари чекали роками. 2 месяца в СИЗО или 100 миллионов гривен залога. Суд вынес решение по делу Насирова. Запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 30.04.2017 року. Плакал ли бронзовый бюст Николая II? Эксперты не нашли следов мироточения. Иконы, когда мироточат, я в это верю. А когда бюст, я впервые встречаю такое. В Гааге продолжается второй день слушаний иска Киева против Москвы. Накануне, к слову, была приглашена украинская делегация. Сегодня выступали представители МИД России. В частности, Илья Рогачев сообщил, что Россия не поставляет вооружение террористам, а боевики в шахте на Донбассе сами нашли советское или оставленное украинской армией оружие. Другой представитель России, Григорий Лукьянец, сообщил, что запрет Меджлиса в Крыму – это, цитата, «реакция на акты насилия», и о том, что Украина дискредитировала права крымских татар. В Гааге до 9 марта будут проходить слушания Международного суда по иску Украина против России по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации. Об'єднання з Криму з Росією – це відновлення справедливості історичної, про яке кримські татари чекали роками. Президентський декрет про реабілітацію кримських татар. Ці міри давно чекали кримські татари і ніколи на них Україна не йшла. Уже третий год оккупации Крыма, и на территории Крыма не произошло никаких экстремальных событий, никаких взрывов, никаких диверсионных актов. Это не потому, что там некому взрывать, некому выражать свой протест против оккупации. Но такова стратегия Меджлиса, такова стратегия украинского государства решать вопросы мирным дипломатическим путем. Но мы можем говорить только о том, что Украина была равнодушна к нашим проблемам. Она оставила нам на произвол, мы на противостоянии с этим большинством, и ничего не предпринимала. А при Януковиче она вообще действительно заняла в отношении нас такую враждебную политику. Но даже при Януковиче существовали какие-то демократические права, мы имели возможность собираться и отстаивать как-то свои права. Сейчас этого нет. Кроме этого, стало известно, что у здания Международного суда ООН в Гааге состоялся протест родственников погибших в катастрофе MH17. Они требуют, чтобы Россия признала вину и взяла на себя ответственность за трагедию. Без фуагры, бассейна и даже телевизора для Романа Насирова не нашлось свободной вип-камеры. В киевском СИЗО он сидит вместе с одним сокамерником в 4-местном помещении. Об условиях содержания экс-главы фискальной службы Украины рассказал заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов. Стан його був на час прибуття задовільний. Зараз він знаходиться в нас на території Лук'янівського СИЗО на загальних умовах. Коли він прибув, там ще був одна людина була. Від нього ніяких заяв відносно поліпшення його утримання не надходило. Арест на 2 месяца или залог в размере 100 миллионов гривен, что в 20 раз меньше, чем требовали прокуроры САП. Такую меру пресечения для Романа Насирова накануне избрал судья Соломенского райсуда. Адвокаты защиты заявили, что такой суммой Насиров не располагает. Решение суда будут обжаловать. В специализированной антикоррупционной прокуратуре довольны, что суд оценил предоставленные доказательства, однако их не устроила сумма залога. Ранее прокуроры требовали заключить Насирова под стражу или назначить залог в 2 миллиарда гривен. Именно в такую сумму оценили убытки, якобы нанесенные Насировым государству. В цілому ми задоволені рішенням суду в тій частині, що суд правильно оцінив ризики, правильно оцінив всі ті докази, які ми подали.
і обрав саме той запобіжний захід, який ми просили, тримання під вартою. Що стосується визначення альтернативного запобіжного заходу, а саме застави в такому розмірі, як 100 мільйонів, я схиляюсь до тої думки, що ми будемо скаржувати це рішення. В разі внесення застави в нього виникають додаткові обов'язки. Саме до нього повинен бути застосований електронний браслет. Він зобов'язаний здати паспорт. Ми вважаємо це рішення незаконним та протиправним. Свою позицію ми будемо відстоювати далі у всіх судових інстанціях України та в Європейському суді з прав людини. Щодо наявності такої кількості грошових коштів пана Насірова, я дуже сумніваюсь, оскільки всі свої кошти отримані він декларує, та, наскільки мені відомо, ця сума набагато менше. Дело Пашинского. Подстреливший человека нардеп хочет получить статус потерпевшего. Печерский райсуд перенес рассмотрение жалобы народного депутата Сергея Пашинского в связи с болезнью судьи. Инцидент, в результате чего нардеп от фракции «Народный фронт» Пашинский выстрелил в ногу Вячеслава Химикуса, случился 31 декабря прошлого года. Після зустрічі пана Вячеслава Хімікуса з нардепом Пашинським мій клієнт перебуває прикутий до ліжка і лікується вже 3-й місяць. Натомість пан Пашинський вже наступного дня полетів кататися на лижах в Альпи, і йому і стало здоров'я і совісті не скасовувати свої плани на різдвяні канікули і їхати кататися на лижах. Тому мені дуже цікаво, які в нього аргументи. Европа и Запад должны были жестче отреагировать на аннексию Крыма. Об этом к 3-й годовщине аннексии полуострова заявил министр иностранных дел Литвы. В частности, Линкявичус считает, что оккупация – это не их вина, но Евросоюз отреагировал на нее слишком поздно и слишком слабо. 10 февраля министр иностранных дел Литвы побывал в Авдеевке, чтобы увидеть последствия российской агрессии на востоке Украины. Мы не были достаточно динамичными, занимали выжидательную позицию, что всегда комфортнее. Безусловно, мы не несем ответственности за аннексию, потому что это сделали не мы. В то же время мы в этом тоже частично ответственны, ведь могли сделать больше. Если Россия прекратит бои, война закончится. Но если Украина бои прекратит, то это будет конец для Украины. Санкции и европейское единство – единственный рычаг давления на Россию. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Чехии Любомир Заоралек. Мы выступаем против аннексии Крыма. Нам удалось удержать единство на протяжении 3 лет. Наши инструменты реагирования на подобные ситуации ограничены. Ведь не было тенденции или желания воспринимать эту ситуацию как военный вызов и, возможно, начать военные действия в ответ. Невменяша, бюст мироточит. Такие хэштеги появились в интернете после заявления депутата Госдумы России Натальи Поклонской о том, что замироточил бронзовый бюст Николая II в Симферополе. Пока пользователи соцсетей соревновались в остроумии, в крымской столице, похоже, всерьез отнеслись к заявлению государственного деятеля такого уровня. Вот фрагмент интервью Натальи Поклонской на одном из российских каналов, где она сообщила, бюст Николая II замироточил. Сегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил бюст. За что? Да. Люди приходят... Это сегодня случилось утром. Это да. Каплю на светлом лике страстотерпца заметил староста часовни, возле которой стоит бюст. Он сообщил об этом бывшему прокурору Крыма, ведь это она установила памятник рядом со своим местом работы. Здесь капелька была возле глаза, точил по плечу, вот здесь она текла. Ну, до дождя мы заметили, не придали значения, не накрыли, просто не знали, может, как Господь. Но после дождя вы сами увидите, что Господь благодатью Божией омыл им бюст Николая II, он начал блестеть, начал радовать всех нас. В истории православия мироточащие иконы не редкость. Но вот чтоб бронзовые бюсты, пусть и святых, такого еще не было. Пользователи социальных сетей тут же обрушили на наш мяш все свое остроумие. Это голуби мироточат, пишут одни. После новости из Крыма в Выборге замироточил Ленин, сообщают другие.
Бюст Николая заговорил, написал на своей странице пользователь Фейсбука Александр Талипов. «Мы заметили легкий шепот до дождя. Наташа», — шептал бюст. Благочестивые симферопольцы, узнав об этом, начали массово прикладываться к памятнику, а крымские каналы бросились в народ выяснять, верят они в это или нет. Зайти и посмотреть, действительно ли так все, как есть, и приложиться к этой иконе, конечно. Потому что это русская святыня, она должна быть почитаема. На свете все бывает, но такие чудеса только с позволения Всевышнего может быть что-то. Иконы, когда мироточат, я в это верю. А когда бюст, я впервые встречаю такое. Заявление депутата Госдумы проверила Крымская епархия Православной Церкви. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Людмила Тихомирова. Создали комиссию из 4 протоиереев, которые выехали на место, осуществив осмотр памятника. Следов мироточения не установлено. Для принятия окончательного суждения комиссия поручила старости часовни продолжить наблюдение за бронзовым царем. Роман Спиридонов, АТР. Выборы президента России в 2018 году могут состояться 18 марта, в день так называемого присоединения Крыма к России. С такой инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Российские журналисты поинтересовались у местных жителей, не пора ли Владимиру Путину в отставку. Но по закону давным-давно уже пора. Его правление это очень напоминает царский режим. Ну сколько же у нас монархии это может быть? И еще на один срок выберем. Потом преемник будет другой. Вернее, не преемник. Преемники это в царской династии. Здесь другая. Другой лидер будет. Пока он, я думаю, что сдерживает основные какие-то и внешнеполитические давления, и поддерживает, в принципе, по или менее порядок внутри страны. Конечно, есть ограничивающие факторы этому всему, но я считаю, что могло бы быть и хуже. Кризисы всегда они были, а Россия такая многострадальная. Наши дети будут жить так же, мы будем выживать в этом мире так или иначе. Мы без Путина прям как без рук будем. Кто может у нас, кроме Путина? Я вот не знаю ни одного политика. Кого выберем? Ну а кого мы выберем? У нас выбирать-то некого. Я вот живу в Германии у дочери. Что вот эта Германия, Антон Меркель? Вообще вот дуб дубом. Там все немцы, все против ее. Вот. А у нас только все говорят, это благодаря все Путину. Ну а то, что у нас сейчас так, это, знаете, это не от него зависит. Я считаю, еще рано. Рано? А сколько еще? Пусть до конца, как сможет сам здоровье позволит. «Золотая колыбель», «Мудрый еж», еще 13 произведений. Сборник народных сказок крымских татар на украинском языке вскоре появится на полках столичных магазинов. Переводом и издательством занимались преподаватели кафедры фольклористики и тюркологии университета имени Тараса Шевченко. В целом работа над переводом длилась полгода. На презентации звучали стихи на крымско-татарском и украинском языках. Участница ансамбля Карымай Леса станцевала танец «Тым-тым». Робота була нелегкою, оскільки тексти потрібно було перекласти з мови оригіналу. Це не завжди просто, тобто підібрати не просто точний переклад, а підібрати правильний переклад, адекватний. Це було досить складно, тим більше, що в нас було дуже мало часу. Кримські татари – це той народ, який має багатовікову історію, і його народна творчість – це джерело натхнення. Це особливі народні твори. Вкладчики обанкротившихся банков смогут получить свои деньги в любом другом банке. Фонд гарантирования возврата вкладов ранее сообщал о старте пилотного проекта, суть которого заключается в том, что пострадавшие вкладчики конкретного банка-банкрота будут закреплены не за одним уполномоченным банком, а смогут получить свои деньги в любом из 7 банков-агентов. У Юрия Ющенко был депозит в банке, который разорился. После ликвидации банка он полгода не мог получить деньги из фонда гарантирования вкладов. А все потому, что его не было в реестрах вкладчиков. За законом фонд гарантування мав сплачувати кошти одразу після введення ліквідації банку.
Але ми, жоден з нас не знайшов себе у реєстрах. Наша родина отримала кошти не посередині влітку, а тому, що були введені різноманітні перевірки. Посилаючись на ці перевірки, вони затягували виплату коштів. Ми навіть не знали, чи ми отримаємо взагалі кошти, чи ні. Теперь Фонд гарантирования вкладов создал единый реестр вкладчиков. Этот реестр будет доступен в каждом банке, в котором вкладчик сможет получить компенсацию за потерю депозита. Люди смогут сами выбирать банк-агент, где им удобнее получать свой вклад. Як тільки він дізнається про те, що виплати почалися, на сайті фонду є перелік банків, які виплачують такі вклади. Він звертається до любого банку на кол-центр і запитує в банку, як краще йому отримати таку суму. Финансовый аналитик Руслан Черный утверждает, теперь банки-агенты будут конкурировать за вкладчиков. Банки будуть конкурувати між собою, вони будуть конкурувати за клієнта, тому що є розуміння, що частина клієнтів залишить свої гроші саме в цьому банку, де буде забирати свої гроші з банкрутілого банку. І тому ми бачимо, що хтось буде підвищувати ставки, хтось давати безплатні картки, хтось надавати ще інші сервіси, які будуть дуже цікавими для клієнта. Я думаю, что можно было бы раньше это сделать, когда, если так уже случилось, что вам нужно забрать деньги, которые вам причитаются, вы выбираете любой банк, который вам ближе к дому, приходите, получаете фактически денежный перевод от фонда гарантирования вкладов. В одном реестре включили, в другом не включили. А так будет один единственный реестр. Даже если у человека будут возникать какие-то вопросы, ему проще будет объяснить, доказать и чиновникам фонда. Также Фонд гарантирования вкладов пообещал, что в ближайшее время вкладчикам будут перечислять деньги на их счета в любом украинском банке. Евгения Данилова, Асан Иминов, Заман, АТР. Пока это все, смотрите следующий выпуск «Заман» уже через 2 часа. Эфир телеканала АТР продолжает программа «Бугунь». Сегодня Усман Пашаев и Ирина Ромалийская будут обсуждать тему суда в Гааге. Оставайтесь с АТР, будет интересно.